Добрый день, дорогие зрители моего канала. Надеюсь, данное видео будет полезно для моего малочисленного сегодня народа, иронасского народа. Мне так хочется вынуть мои знания, вынуть свою душу, свое сердце, чтобы просветить. И так получается, что я своими действиями, может так показаться, что я своими действиями ставлю себя как-то выше кого-то. Но нет, так случилось, что я знаю истину. Я не историк, ни разу не историк. Я не политик, хотя разбираюсь в политике. Я обычный человек, разумный, Homo sapiens. Вот, и поэтому я вижу последние времена, что происходит, что делают люди с моим народом. Главное, это очень обидно. А главная обида, знаете в чем? Главная обида в том, что я знаю истину, элементарная истина, которая так сложилась, известно, наверное, не малому количеству людей. Обычная истина, что все войны, абсолютно все, начинаются с подмены истории. То есть все территориальные войны основаны на препирательстве к прошлому. Понимаете, в чем дело? Теперь давайте ближе. Почему я решил снять данное видео? Понимаете, я долгое время занимаюсь блогерской деятельностью, наведением канала как-то и изучением дела, производства, редактирования роликов и так далее. У меня душа не лежит, я этим не собираюсь заниматься. Да и продвижением канала тоже не собираюсь заниматься, потому что я, если захотел с основания Ютуба почти заниматься блогерством только из-за того, что захотел отстаивать интересы своего иронасского народа. Для многих на Кавказе и во всем мире, я хочу сказать, объяснить на пальцах, как я уже раньше в этом ролике сначала говорил. То есть не получится вытащить свои знания, свою душу, свое сердце, показать, насколько люди ошибаются. Насколько люди ошибаются. Прежде всего обидно, что в так называемые, грузины в этом право, грузины, я с этим соглашаюсь, так называемая Осетия Южная, которая на родном именуется Ир или Иристон. Стон — это топоформат не старинный, приобретенный от соседей. Как и, к примеру, топоформат эти, грузинский эти.
Вот. Эти. Вот мысли разбегаются. Столько много информации у меня. Как-то вместить в одно русло очень затруднительно. Ну, в общем, так, давайте. Вы не осуждайте за это. Я не редактирую свой ролик. Вот так сел прямо и говорю. Я не собираюсь потом редактировать, нарезки делать и так далее и тому подобное. Если я что-то кого-то обидел, я заранее могу извиниться, в этом не проблемы у меня нету. Я могу человеку посмотреть в глаза, если я знаю, что я виноват, прямо смотря в глаза, извиниться. В этом я не вижу никакой, убегаю от главного, чем я начал. В общем, я заранее извиняюсь, если кого-то задену или обижу своими словами, но я отличаюсь еще прямолинейностью. Я могу задеть и обидеть, и заранее извиняюсь. Заранее могу посмотреть в глаза человеку и извиниться. Но я никогда ничего не стараюсь придумывать. Я могу ошибаться, я не Господь Бог, я человек. Вот. То, что я знаю, из-за этого я и начал отстаивать интересы своего ирон-асского народа. А точнее, ирон-эретинского хири народа. Это один субэтнос нашей народности, которая проживала и проживает до сих пор. Это Цхинвальский регион. И осетинского народа. Те же скифо-сарматы. Ирон-эретинцы — это подлинные иранцы. Докавказцы. Те же медийцы персидской этимологии, те же медийцы. Это и есть ирон-эретинцы. Или парфяне. Тоже персидской традиции, этимологии. Или те же аланы. Ирон-эретинцы — это так называемые южные осетины. Осетины, осы — это у нас, дорогие мои, в нашем народе. Это в основном я свое видео сейчас ориентирую на зрителей своей национальности. Ирон и Дигурон. Ирон — это, я как сказал, глубоко местное население, докавказское население. Самое древнее население Земли, скажем, можно так сказать. Можно так сказать, я этим не собираюсь там удивлять свой народ. Это так. Грузины. За исключением того, что даже грузины, которые 2 века устраивают нам чистки и геноциды, по факту более 2 веков. Они признают этот факт, что самый древний народ, кубанцы, это эретинцы. Но они не хотят признать, что эретинцы и хири, как называют нас ирон, к примеру, те же ингуши и чеченцы, и эретинцы, и хири, херетинцы, которые были носители всей грузинской истории. То есть эрети и верии — это знак равенства. Эрети и верия. Греческой традиции Ивирия, греческой и византийской. Они писали Иверию именно через букву Ир, как до сих пор называется
вроде на родном языке Ирон, Иров. Мы, кстати, себя называем не только Ирон, мы называем себя также Ирами. Вот. Повторюсь, до сих пор нас называют ингуши и чеченцы эретинцы. Ингуши и чеченцы называют хири, простите. Вот. Носители, то есть грузинской в кавычках истории, это эретинцы. То есть, простите, опять немножко неверно. Эретинцы это русское название херов, херетинцев, херельцев. То есть так назвали русские. Ирон, Иров называли так русские. А грузины, то есть называют носители грузинской истории херели, хери. Ну, разницу чувствуете даже в произношении, что это один и тот же этноним, один и тот же народ. Этнонимы нашего народа. Не только Ирон. Ирон это у нас окончание приставка к преемственности. Преемственности всего лишь. То есть мы называем свой народ и как Ирон. Ирон, к примеру, Адам. Я плохо знаю родной язык, к сожалению. Хотя полностью по крови. В душе и сердцу я Астин. Родом с Грузии. И отец меня не смог научить. Мать с таких Ирон, которая давно грузинная была. Ну, в общем, такой винегрет я тоже не научился, но отец не смог, постоянно был в командировках. Хотя он мне привил, во-первых, хорошее знание изначально с детских лет. Истории своего народа. И любовь к своему народу. Патриотизм. Это он смог на отлично. А языку не смог. В Грузии нет иронских школ. В общем, я немножко вернусь назад. Я говорил, что наш народ состоит из двух субэтносов, у которых, запомните, мои дорогие земляки, и в этом никакого абсолютно никакого разделения. Потому что сегодня-то мы его уже не различим, как Асон и Ирон после слияния. Где Ирон, где Асон, в принципе, не отличить. Но важно знать, так географически можно так называть. Южная стена это Ирон, северная это, хотя на Северной Осетии в Асии, Южной Осетии в Ире. Это Ирон, эретинцы, хери-хири. В Северной Осетии в Асии, в Скифии, Кавказии. Там, несмотря на то, что тоже иронцы проживают. Ну, иронцы это кубанцы, медийцы, парфы персидской этимологии. Аланы китайской этимологии. А второй наш субэтнос это скифы, сарматы. Это скифы, асы, сарматы. Викинги, дорогие мои, викинги, асы. Тур Хейердал даже это доказывал. Не было никаких асов. Асы это наш второй субэтнос. Да, там есть и до сих пор тюрки, как
некоторые племена с тюркского большого 300-миллионного, если я не ошибаюсь, этноса, которые себя тоже, как мы называем, до сих пор сохранили этот этноним отюреченный, то есть которые потеряли свой язык, смешались с тюрками, и внешность, в принципе, утеряна у них. Есть среди тюрков тоже асы. И вот даже викинги, асы — это наш второй субэтнос. Понимаете? У нас великая история. Иронцы — это настоящие иронцы. Персы никогда не были никто в мире. До сих пор мы вплоть многие тысячелетия пронесли свой этноним иронцы. Ни одного народа на земле, в мире и в прошлом, и сегодня нету с таким этнонимом. Сегодняшние иранцы — это персы. Иранцами они стали называться, так как долгая история. Там персы переселили самое многочисленное население Закавказья и Кавказа. Наш народ Иран, а не грузин. Феридан и Исфахан. И дабы там долго сопротивлялись наше население, дабы сконсолидировать, это уже я как представляю, если бы я был бы персом, я бы так сделал. И хотел бы, Шах Аббас хотел всех скрестить, как кроликов, и сделать одну нацию. Треклятый этот друг наш, который переселил, не грузин. Иретинцев он переселил. Иретинцы, Хери, Хири, Иронцы, Иры. Вот нас переселил. Самое, что обидно, кто этим занимается. Вот смотрите. Тема, желанием снять этот ролик основан на простом разочаровании в моем в политике и в отношении к, собственно, предкам и наследию моего народа. Ни блогеры, ни политики, ни правительство нашей Родины, Ир и Асии, южной в кавычках Осетии и северной Асии, никто не занимается. Они извиняюсь за выражение, скифа-сармата, асская история у нас великая. Мы присосались к этому, которая даже древнее история. Ну да, они были между собой, может быть, скорее всего, родственниками. Ну, скажем так, местное историческое наследие и предков. Наша историческая школа, которой у нас нету, академия. Какие-то историки непонятные это наследие подарили грузинам там, в 19 непонятном загадочном веке, во время Кавказской войны. И так все осталось. А сегодня историки и блогеры у нас как бы, да, асы, скиф, это моя суть, моя половина. И, может быть, я вообще только скифас, а не ирон. Фигиозная фамилия у меня иронская. Может быть, я вот так. Я не разделяю. Почему, к примеру, у грузин может быть 22 субэтноса? У самого многошерстного народа на земле. У нас всего 2 не может быть. Как вы не можете, земляки, мои братья и сестры, понять? У нас 2 этноса. Мы-то одни сейчас. Никакого разделения нет. И я не разделяю никого. Но если мы отвергнем того, что у нас 2 субэтноса, и как это вот любят делать, присосались, я это не в плохом смысле говорю, к наследию истории одного из субэтносов,
то мы потеряем до слияния наших двух субэтносов, иранцев подлинных, до кавказцев. И скифов, асов, скифы, асы, были еще скифы, леки. Это отдельная тема, но это подчеркну. От скифов, леков в двух словах, в одном слове даже. Это все наши родственные народы на Северном Кавказе. Да, они тоже скифы. И да, это тоже скрывают. Только они леки. У скифов было два, скажем так, племени. Асы — это дегурцы, дегурон, которые потом сарматами стали. И позже в Средневековье их еще знали как викинги асы. И леки. А леки — это практически большинство народов Дагестана и чеченцы, ногчу, ингуши. Да. Ну, с ингушами там немножко другое дело, тоже отдельная тема. Там ингуши — это, скажем, не хочу никого обижать, в том числе и ингушей, хотя много чего они от грузин берут, как поводыри или наоборот, в общем, ведомые грузинами, к сожалению. А грузины нас... Вот почему? Я вот сейчас хочу... Опять убегает мысль. Столько много охватить, что убегает постоянно мысль. Опять туда. По поводу грузин. Я уже чуть ранее говорил, народность многошерстная такая, что такой народности многошерстной комбинирован. А грузинах там масса. Вот, а местных грузин, скажем так, кои были карту, племя карту. Раз-два и обчелся. Ну, в общем-то, они-то есть. Они родственные нам, ироно-ретинцам. И они нас тоже любят. Им на сердце тоже к ним лежит. Но их немного. Вот. Не находя вообще вот в стороне моих земляков ни академических, ни старания там вернуть по какому-то иронии судьбы утекшее наследие одного из наших субэтносов в распоряжении якобы нас... Ну как может быть такое? Ну так произошло в 19 веке. Распоряжаться наследием меретинцев Кахети, царство Эрети, Иверии стали то грузины. Даже те грузины, которые сегодня называются грузинами, которые никогда вообще до практически Шаха Аббаса 19 века, я о мингрелах говорю, умный народ, у них своя собственная история, никогда они вместе с Иверией не были. С Эрети. Исторически до 19 века. Теперь-то они грузины, ничего против не имеют. Факт, что у них своя история, и Гриси, там, Калхида и так далее, Мигрел. Своя большая, скажем так, не меньше, чем Эрети и Иверия. Иверия, кстати, это, если Иверия по традиции и этимологии византийцев и греков, Иверия, то Иверия это на родном языке карту. А Иберия — это традиция, этимология испанская. Вот. А наша родная — это Ир, Ирети, Ир.
Вот, понимаете? Так вот, не находя никакой отдушины, то есть я могу найти отдушину в своем народе, если они будут пытаться, я понимаю, грузин в 50 раз больше, в 50 раз больше их знают, чем нас, а может быть и больше, в 100 раз в мире. Понимаю, трудно. Никакой отдушины я не вижу, то есть я не вижу, чтобы наши, Ирон, Иры и Дигурон стремились бы, как бы, наши блогеры, академики, историки, стремились как бы вот так, по иронии судьбы, перетекшее наследие грузина вернуть себе. Вы понимаете, какие-то историки, странные историки, я их называю еще террористами, в 19 веке нам в уши засунули, что это не наше. Понимаете, это не наше. А это грузинское. Через уши к нам эта информация про, не знаю, каким волшебным образом, спустилась в сердце, растворилась в душе, и мы поверили в это. Это как может быть? Посмотрите на имена царей, на имена родов царских, на топонимы, на все, буквально все. Топонимы мой отец собирал их. С крушением ГССР в Грузии. Мой отец был геодезистом, прекрасно знал топонику в Грузию. В общем, всю Грузию он снабдил газом и светом. 365. Или около того, по всей Грузии. Топонимов, Ирон топонимов, Ирон эретинских на нашем языке и на грузинском. Может быть, сейчас уже грузины начали менять эти топоники, там, топонимы гор, деревень, там, сел, озер и так далее. По всей Грузии. Но до времени распада СССР, ГССР было так. У меня есть списки, собранных моим отцом. Вот. Он говорил, в отличие от меня, на чисто литературном языке. Хотел написать книгу, не смог, не срослось, не получилось у него. Ну и я тоже не думаю. Так вот, почему я это снимал? Для разбора. Разбор должен произойти.